Каждый день наслаждайтесь моим присутствием, и я буду питать вас желанием, которое глубоко в вашей жизни. Я рад, что вы услышали это послание. Поймите, что вы серьезно относитесь к своей ответственности. Крепко держите эти мысли и не позволяйте им ускользнуть. На этот раз ваше, подарите его себе и тем, кого вы любите, потому что я обещаю благословить вас раньше всех остальных. Хотя снаружи ты можешь показаться сильным, я вижу твое сердце и чувствую твою боль. Не бойся плакать, когда нужно, потому что моя любовь к тебе безусловна. Когда жизненные бури становятся все хуже и хуже, помни, что я всегда любил тебя, люблю сейчас и всегда буду любить тебя. Этот факт важно для тебя принять, потому что я буду помнить тебя, нежно шептать свою любовь каждый день и ночь во сне. Проснувшись, вы увидите разницу после многих лет упорного труда и самоотверженности, даже если не все оценят ваши усилия. Знай, что ты все еще очень любишь меня, Создатель. Моя любовь больше, чем любовь или признание других людей. Несмотря на свои недостатки, помни, что моя любовь остается непоколебимой, постоянной и вечной, всегда твоей и неизменной. Ты очень важен для меня. Пусть это поднимет вам настроение в минуты усталости и отчаяния, ведь вас ждет прекрасный подарок. Помоги мне молиться и молиться, потому что в этом смирении ты найдешь силу, мощь и радость, которые тебе нужны. Ваш упорный труд показывает невероятную силу, которая живет в вашем сердце, а моя любовь поддерживает и мотивирует вас каждый день. Со мной не нужно лгать, потому что я вижу все твои мысли. Пожалуйста, расслабься и помолись Богу, ведь я всегда слушаю, люблю, исцеляю твою душу и исцеляю твое сердце. А всемогущий Бог, Создатель небес и земли, мы возлагаем на Тебя нашу надежду и надежду. Ты Бог, который слышит крики страждущих, тех, кто отягощен заботами, скорбями и страданиями жизни. Сегодня через Твое святое имя мы возносим молитвенный голос, уверенные, что именно Ты отвечаешь на крики сердца. Господь, в Твоем бесконечном милосердии взгляни на нас, Твоих слуг, которые сейчас сталкиваются с проблемами мира. Мы видим вокруг себя боль и страдания, несправедливость и бедность и взываем к Вашему божественному вмешательству. Ты Бог, который не молчит о человеческих страданиях, но подает Тебе сильную руку, чтобы помочь нам в трудную минуту. Ваши слова дают нам понять, что Вы близки к тем, кто заботится, и спасаете тех, у кого доброе сердце. Поэтому сегодня мы признаем перед Вами нашу слабость и просим Вас дать нам силы противостоять невзгодам смело и с верой. А Господи, укрепи нас, чтобы мы могли противостоять невзгодам этой жизни с терпением и доверием к Твоей стойкой любви. Господь, имеющий милосердное сердце, заботится о бедных людях во всем мире, о беспомощных, больных, бездомных, голодных и угнетенных. Дай им свою благодать, дай им утешение в их страданиях и надежду среди тьмы. Пусть они почувствуют Твое восстановление в своей жизни и найдут утешение в том, что Ты Бог, который не оставляет тех, кто взывает к Тебе. Наше сердце теперь смиренно перед Тобой, Господи, прося прощения за наши собственные неудачи и грехи. Признаемся, что часто отворачиваемся от Вас по личным соображениям, забывая о людях, страдающих вокруг нас. Обновите наше сердце и умы состраданием, чтобы мы могли быть инструментами Вашего мира и любви в этом беспокойном мире. Пусть эта молитва станет убежищем и утешением для страждущих,
священным местом, где можно услышать голоса страждущих, и их молитвы будут донесены до ваших ушей. Пусть каждое слово, сказанное здесь, будет перед тобою, как сладкое благоухание, Господи, и да ответишь ты по силе Твоей и любви. Господь, мы знаем, что в Твоей бесконечной мудрости Ты позволяешь нам испытывать страдания и испытания, которые созидают и укрепляют нас. Однако иногда эта одежда кажется слабой, и тогда мы призываем вас к комфорту и комфорту. Ваше послание нам о том, что вы наше прибежище и сила, сейчас является помощью. Посмотрите на тех, кто сегодня несет бремя боли и страданий. За больных мы молимся об исцелении и исцелении, для жертв мы просим справедливости и свободы, за тех, у кого нет надежды, мы молимся об утешении и новой надежде. Ты – Бог, превращающий траур в песни радости, и мы верим в Твою силу преобразования. Излей свою благодать на бедных, Господи, и дай им мир, превосходящий всякое понимание. Пусть они обретут покой и радость, которые можешь дать только Ты. Оглянись вокруг, сын мой, и увидишь, как мир рушится у тебя на глазах. Мое сердце разбито на 1000 осколков, когда я вижу, как Ты ушел от моей любви и моего руководства. В то же время я наблюдал за вашим выбором, вашими радостями и вашими печалями. Я был рядом с тобой на каждом этапе пути, готов направлять тебя, защищать тебя и любить тебя безоговорочно. Меня любило то, как ты слушала и кричала о буре твоей жизни. Но вы решили закрыть уши. Теперь судьба бросает на тебя свою тень, которая вырисовывается большая, возвещая о потере чего-то важного для тебя не по моей воле, а в результате твоих собственных действий. Это ситуация, которая заставляет меня хотеть увидеть, как вы понесете потерю из-за вашего неправильного решения. Приглашаю вас подписаться на наш канал и оставить лайк в знак вашей веры. Однако в эти мрачные времена моя любовь к тебе остается непоколебимой. Я протягиваю тебе руку, даю тебе прощение и надежду. Еще есть время изменить свою жизнь, найти способ вернуться домой, в объятия моей милости. Не бойтесь меня, ибо я любящий отец, который с радостью и праздником встречает своего блудного сына. Приди ко мне, сын мой, пока не стало слишком поздно, ибо, несмотря на суматоху, в будущем мир и искупление ждут тех, кто вернется к моей любви. Сын мой, перед бурей, разрушившей твою жизнь, я протянул по небу свою сильную руку и решил изменить ветер. Погода исчезнет, и разум сменит гнев в содержание. Скажи с верой в сердце: «Я верю в Тебя, Отец мой, всем сердцем, ибо я Господин неба и земли, и нет для меня великого препятствия в том, чтобы Ты был тверд в своей вере. Если Ты доверишься мне до конца, я изменю бурю, причинившую тебе боль. Дождь, заливающий ваш день, заставит сиять солнце, и покой, в котором вы нуждаетесь, окутает ваше тело, как пальто. Оставайтесь сильными до конца этого сообщения, и вы увидите, как чудеса приходят в вашу жизнь даже сегодня. Мои любимые дети, доверяя мне и оставаясь до конца этих слов, вы открываете дверь в возможное будущее. Я обещаю вам не только свет моего руководства и мою вечную любовь, но и силу, чтобы мужественно и решительно противостоять жизненным вызовам. Не бойся, сын мой, ибо я с тобой посреди бури. Моя рука привязана к тебе, готовая безопасно провести тебя через океан. Доверься мне,
и ты увидишь, что даже самые большие бури подчинятся моей силе. Сын мой, дочь моя, в эти трудные и неопределенные времена я с непоколебимой любовью протягиваю тебе свою самую сильную руку. Я Господь, Создатель всего сущего, и я здесь, чтобы направлять и защищать вас. Не бойтесь, потому что я вывел вас из этой ситуации не силой, а нежностью моей любви и мудростью моего плана. Ни одной из этих проблем не будет в тебе, ибо я Бог, который восстанавливает. Ты справишься с этим, потому что я нерушимая скала, которой ты можешь доверять. Доверься мне, мой сын, моя дочь, и знай, что я рядом с тобой, забочусь обо всем, даже когда кажется, что все потеряно. Итак, если вы верите в это, пожалуйста, поставьте лайк этому благословенному видео. Сколько раз вы сталкиваетесь с сомнением и негативом вокруг себя? Сколько раз ты говорил, что ты недостоин, что ты не сможешь, что ты не заслуживаешь лучшего, что я могу предложить? Знай, любовь моя, что я вижу твое сердце, я знаю твои пути и всегда рядом с тобой. Благословения, которые вы получили от меня, являются Творцом всего. Ни один человек не сможет помешать тому, что я приготовил для тебя. Двери, которые я открываю, никто не сможет закрыть, а сокровища, которые я приготовил для тебя, вечны. Даже если тьма кажется подавляющей, стойте твердо в вере, потому что я собираюсь наполнить вашу жизнь благословениями, превосходящими ваше понимание. То, что я обещал вам, никто не сможет отобрать, заблокировать или уничтожить. Ты мой любимый сын, и я сдержу свое слово. Бог сказал: «Мое драгоценное дитя, я знаю, что иногда сомнения и нетерпение могут разбить твое сердце, но я хочу, чтобы ты держался видения, которое я вложил в твое сердце. Ты знаешь, что я тебе обещал. Вы видели признаки того, что это происходит. Я знаю, что ты близко, но в каждом твоем шаге есть божественная цель, прежде чем ты доберешься туда, куда я тебя позвал. Важно, чтобы ваш характер и принципиальность были твердыми, ведь вам нужно достичь больших высот. Куда бы ты ни пошел, везде испытания и враги, но я бережно леплю тебя, укрепляю твою веру. Не бойтесь, потому что я с вами на каждом этапе пути. Помните, что конкуренция – это замаскированная возможность. Они проверят вашу веру, но также покажут вашу внутреннюю силу. Доверься мне, ибо я твой щит и твоя сила. Видение, которое я вложил в твое сердце, исполнится, и никто не сможет этому помешать. Ангелы беспокоятся о вас, потому что не хотят видеть вас расстроенными или грустными. Они предупреждают о хорошей собственности, которую готовит ваша фамилия. Если это произойдет, вы от этого сильно пострадаете. Я прошу вас отнестись к этому серьезно и не обращать на это внимания. Враг замышляет что-то ужасное для вашей жизни, и это может произойти в любой момент. Он хочет принести смерть и положить конец вашим мечтам о долгой и здоровой жизни. Это также может привести к жестокому концу того, кого вы так сильно любите. Ангелы говорят, что в вашей жизни может произойти большая утрата. Вы должны предотвратить это. Не игнорируйте эти предупреждения, чтобы потом не пожалеть об этом. Бог сейчас на передовой, готовый совершить в вашей жизни нечто чудесное, что вас удивит. Тот, кому вы очень доверяли, в конечном итоге предаст вас.
Враг пытается создать большую семейную проблему в ближайшие 48 часов. Кто-то сильно пострадает, и это предупреждение призвано вас об этом предупредить. Если вы этого не сделаете, вы потеряете все благословения. Ангелы сейчас смеются, потому что вам нужно изменить некоторые свои неприятные привычки. Если вы этого не сделаете, вы можете потерять свою душу. Они предупреждают вас, чтобы этого не произошло. Бог говорит вам, что даже среди трудностей Он с вами. Вы собираетесь сделать в своей жизни что-то необычное, что-то, что удивит вас и вызовет благодарность. Если вы доверяете Ему, Он поможет вам преодолеть любую бурю и приведет вас на путь благословения и успеха. Поэтому не бойтесь зла, которое произойдет, потому что Бог с вами, готовый защитить и укрепить вас. Сохраняйте свою веру в сильный и доверяйте Его словам. Он любит вас и наблюдает за вами на каждом этапе вашего пути. Продолжайте двигаться вперед смело и решительно, зная, что Бог с вами. Он приведет вас к победе и даст вам силу своей благодати. Доверьтесь этому, и вы увидите, что в конце концов оно того стоит. Бог говорит вам, что вас могут ожидать трудные и болезненные времена, поэтому важно что-то сделать, прежде чем эта болезнь победит вас и заставит тратить каждое мгновение радости. Ангелы уделяют внимание вашей жизни, потому что у вас есть хорошая работа. Однако вы должны защищать своих детей от негативного влияния, которое может заставить их страдать. Предложите 8080, чтобы он помог вам предотвратить плохую энергию. Поверьте мне, я с вами, чтобы помочь вам пройти через это испытание. Пришло время сдаться и сосредоточиться на том, что есть в вас у Бога. Не позволяйте себе влиять на жизнь других людей, ведь у каждого свой путь. Имейте веру и будьте решительны, потому что Господь с вами. Оно приведет вас к свету даже в самые темные времена. Ангелы напоминают вам, что каждое испытание приносит с собой важный урок. Сложные проблемы как возможность вырасти и укрепить свою связь с Богом. Оставайтесь сильными в своей вере, потому что вы сильнее, чем думаете. Вместе мы преодолеем эти трудности и добьемся победы. Бог предупреждает вас не упускать из виду то, что важно. Не позволяйте себе выпасть из жизненных бурь, потому что они временны. Комментарий 7070. Доверьтесь божественному плану и двигайтесь вперед с решимостью и верой. Помните, что ваша внутренняя сила сильнее любого испытания, с которым вы сталкиваетесь. Не позволяйте страху или сомнениям удерживать вас от достижения ваших целей. Бог с тобой, направляет твои шаги и расчищает твой путь. Сосредоточьтесь на своем духовном и личном пути, потому что благодаря ему вы обретете счастье и удовлетворение. Доверьтесь Божьей мудрости и смело идите вперед. Мы вместе идем по этому пути и вместе преодолеем все возникающие препятствия. Сынок, важно помнить, что даже в самых трудных ситуациях Бог всегда рядом с тобой, как постоянный свет, который не гаснет. Этот вызов – это возможность укрепить свою веру и укрепиться в вере и божественной любви, которая всегда доступна. На каждом шагу вас защищает Бог, который окружает вас утешением и поддержкой даже в самые трудные времена. Когда вы сталкиваетесь с критикой и сомнением со стороны других, помните, что не ваши способности,
ни ваша судьба не определяются их мнением, а любовью и принятием Творца. Иногда в мирной жизни возникают бури, которые заставляют чувствовать себя умиротворенно. Эти испытания, которые бывают разных форм, проверяют вашу веру и терпение. Однако каждая буря также приносит с собой возможности для роста и обновления, потому что дождь побуждает землю выпускать новые семена для цветения. В трудные времена важно обращать внимание на признаки надежды вокруг вас. Они часто проявляются неуловимо, как хорошее слово, или кажутся непоследовательными. Эти знаки – маяки, которые ведут вас сквозь тьму, показывая, что даже в самые темные времена можно найти красоту и цель. Вы способны преодолеть все препятствия, так как в вас не хватает смелости, силы и веры. Не позволяйте себе разочаровываться в жизни, потому что каждый из них – это возможность укрепить свою душу и свои отношения с Богом. Каждый трудный цикл – это урок, который нужно усвоить, и возможность для роста. Не позволяйте критике остановить вас с вашего пути. Доверьтесь божественному руководству и будьте стойкими в достижении своих самых сокровенных мечтаний. Мы здесь, чтобы поддержать и направить вас даже в самые трудные времена. Доверьтесь мудрости и любви, которые вас окружают, потому что, несмотря на одиночество, вы никогда не бываете по-настоящему одиноки. Сохраняйте веру и смело двигайтесь вперед, потому что лучшее еще впереди. Даже когда тебя охватывает слабость и неуверенность преследует, знай, что я с тобой, восстанавливая твои силы и освещая твой путь. С каждым испытанием, с которым ты сталкиваешься, с каждой горой, на которую ты поднимаешься, я буду рядом с тобой, крепко держа тебя за руку. В темные ночи твоей души, когда одиночество кажется тяжелым, помни, что я твоя компания, твой свет во тьме. Не бойтесь проблем, с которыми вы сталкиваетесь, потому что я дал вам смелость и решимость преодолеть их. И когда солнце, наконец, светит над тобой и ветер перемен унесет тебя к новым горизонтам, не забудь оглянуться назад и увидеть мою руку, которая ведет тебя сквозь тьму. Каждая победа, каждое благословение – свидетельство моей бессмертной любви к тебе. Итак, иди вперед с верой и уверенностью, сын мой, потому что лучшее еще впереди. Держите голову высоко, сердце открытым и веру крепкой, потому что я сотворю в вашей жизни больше чудес, чем вы можете себе представить. И поэтому я оставляю вас со словами ободрения и надежды: не бойтесь, потому что я с вами, не бойся, ибо я твой Бог. Я укреплю тебя, помогу и поддержу тебя по правую руку правосудия. Доверьтесь мне, и вы увидите, как моя слава проявляется во всех сферах вашей жизни. Ангелы шепчут, что приближается время роста, этап, на котором ваша жизнь будет наполнена радостью, как никогда раньше, в качестве награды за все ваши усилия и за все время, пока вы остаетесь твердыми в достижении своих мечтаний и целей. Вы когда-нибудь чувствовали, что долго ждали хорошего? Это не было напрасно, это результат всего, с чем вы боролись до сих пор. Как будто жизнь говорит вам: «Эй, ты заслуживаешь этих хороших вещей». Так что готовьтесь, ведь вечеринка вот-вот начнется, и вы будете почетным гостем. И это еще не все. Ангелы говорят, что перемены, которых вы так ждали, уже у вашей двери и готовы войти в вашу жизнь. И это не просто изменение, это сильная вещь, чтобы развернуться. Ваша жизнь перевернута с ног на голову в хорошем смысле.
как будто Вселенная сговорилась в вашу пользу. Отдайте этому все свои силы, потому что это дар, который дал вам Бог. Будьте готовы двигаться вперед с благодарностью и радостью, потому что ваш путь виден как никогда. И ты, друг мой, должен верить в себя и в свои возможности, потому что они реальны и они здесь, прямо перед тобой, ожидая, пока ты возьмешь их за руки. Бог хочет, чтобы вы продолжали идти по этому чудесному пути благословений и открытий. То, как вы начинаете, это все возможности, которые ждут вас. Держите свой разум открытым, а сердце позитивным и двигайтесь вперед с уверенностью. Сохраняйте свою веру крепкой и верной мне. Я верю и принимаю. Ангелы говорят вам, что как бы вы ни старались осуществить свою мечту, важно знать, когда нужно сделать шаг назад и позволить всему случиться. Ты проделал прекрасную работу. Итак, позвольте нам позаботиться о некоторых из них за вас. Сделайте глубокий вдох, немного расслабьтесь, потому что мы прилагаем все усилия, чтобы убедиться, что вы добились успеха. И знаете, Бог также хочет, чтобы вы помнили, что Он наблюдает за всем, через что вы проходите, даже если кажется, что никто не видит ваших усилий, Он рядом с вами. Так что не отчаивайтесь, пришло время сиять. Покажите миру свою ценность и свои навыки. Ты делаешь удивительные вещи. Вам просто нужно доверять себе и тому плану, который у Него есть для вас. Даже в самые трудные времена, когда вы чувствуете, что несете тяжесть со своих плеч, Бог всегда рядом, чтобы дать вам силы. Он не покидает тебя, Он всегда готов вернуться к тебе, подарить тебе новое сердце, полное любви и сострадания. Так что не сдавайтесь, ведь Он с вами на каждом этапе этого пути. Доверься этому и продолжай. И помни, друг, даже если дорога кажется трудной и трудности заставляют тебя думать о том, чтобы сдаться, Бог рядом, держит тебя за руку и направляет. Он знает обо всех твоих трудностях и всегда с тобой. Так что не забывайте доверять Ему, ведь Он – сила, поддерживающая вас, свет, освещающий ваш путь и благословение, которое Он специально приготовил для вас на вашем пути. Даже если сейчас это кажется далеким, сохраняйте веру, будьте терпеливы, потому что оно находится за землей и готовит почву для вашей победы в конце концов. Не забывайте, что вокруг вас есть поддержка, ваши братья и сестры во Христе здесь, чтобы поддержать и ободрить вас, поэтому, когда вы слабы, не забывайте искать утешение в Слове Господнем, где вы найдете выздоровление и надежду. Идите вперед с верой, мужеством и решимостью. Бог с вами на каждом этапе вашего пути и не оставит вас, доверьтесь Ему, и вы увидите, что ваши страдания превратятся в благословение, а ваша жизнь станет мирной и радостной. Ангелы рядом с вами, давая вам слова утешения и поддержки, окутывая вас одеялом мира и света, напоминая, что вы любимы и защищены. Это священное время для исцеления и духовного роста, время для очищения души чистыми водами трансформации. Не позволяйте критике или депрессии обескуражить вас, потому что внутри вас есть свет, который не гаснет. Будьте благодарны за все благословения, которые есть в вашей жизни, потому что благодарность – это мощный инструмент, который может изменить вашу реальность. Помните, что вы сильнее, чем думаете, и ничто не сможет остановить вас, если вы доверяете божественной силе, которая находится внутри вас. Двигайтесь вперед смело и решительно, зная, что каждое испытание –
это возможность расти и развиваться. Ангелы сопровождают вас на каждом этапе пути, направляя и защищая вас. Доверяйте своим инстинктам и следуйте за светом, который сияет внутри вас. С верой и благодарностью в своем сердце вы будете готовы противостоять любым вызовам, которые бросает вам жизнь. Поймите, что не все люди встречаются на вашем пути, чтобы увидеть ваш успех. Некоторые попытаются усомниться или обескуражить вас, однако вокруг вас есть рай, готовый бороться с негативными вибрациями. Сосредоточьтесь на своих мыслях и руководстве ангелов, потому что они направят вас в правильном направлении. Важно знать, что настоящее одиночество – это не отсутствие других людей, а отсутствие связи с самим собой. Пришло время заново открыть для себя свои скрытые страсти, забытые мечты и заново изобрести себя, выйдя из тени ожиданий других людей. Истинная вера – это сияющий свет в неспокойные времена. Полагайтесь на защиту и руководство ангелов, сделайте веру фундаментом, на котором держится ваш дом. Имея сильную веру, можно преодолеть даже самое трудное. Оставьте комментарий 6060, чтобы ваши самые большие мечты могли сбыться, добиться победы, пока не стало слишком поздно. Более подробная информация о свадьбе будет раскрыта в ближайшее время, раскрывая правду, которая была скрыта с самого начала. Кризис со здоровьем, который предстоит пережить вашему близкому человеку, это одна из многих жизненных трудностей, но это также возможность узнать о противоречиях человеческой жизни и силе, которая приходит, когда мы собираемся вместе в молитве и единстве. Любое испытание влечет за собой. Важный урок принять этот цикл не как врага, а как строгого учителя, стремящегося к вашему росту и здоровью. Благодарность – мощный инструмент даже в самые трудные времена. Есть за что быть благодарным. Пустое пространство заполнено водой. Пусто, пусто, пусто. Пришло время развивать свой контент, признавая свои различия и слабости. Сохраняйте пламя надежды живым, потому что его признаки всегда будут, даже в самые мрачные времена. Рассматривайте каждую проблему как возможность для личного и духовного роста. Знайте, что даже перед лицом критики ваш путь чист и уникален. Каждое испытание – это урок, а каждая неудача – возможность проверить свою работу. Будьте внимательны к знакам вокруг вас. Даже в самые трудные времена для вас есть свет и божественное руководство. Не позволяйте страху или неуверенности управлять вами. В тебе есть безграничный источник мужества, силы и веры. Верьте в свою силу победить и свою способность снова подняться даже перед лицом самых трудных трудностей. Бог направляет и защищает вас на каждом этапе пути. Доверьтесь Его мудрости и руководству, ведь Он всегда рядом даже в самые трудные времена. Сохраняйте свою веру крепкой и идите решительно, потому что ваша судьба полна благословений и успеха. Верьте в свою способность воплотить свои мечты в реальность, ведь вы сильнее, чем думаете. Вскоре перед вами откроются новые горизонты, предоставляющие возможности и достижения, превосходящие ваше воображение. Продолжайте полагаться на свою интуицию и божественное руководство, потому что они – ваша безопасность на этом жизненном пути. Бог с вами на каждом этапе пути и с любовью и благодатью проведет вас через все трудности, с которыми вы сталкиваетесь. Не отчаивайтесь в силе любви Божией, обитающей в вас.
Несмотря на трудности и трудные времена, вы и окружающие вас люди будут учиться и расти. Важно обращать внимание на свой прогресс, ведь злоумышленники ждут возможности использовать ваши слабости и подорвать ваши достижения. Давайте полностью доверимся Богу, позволим Ему совершить работу по изменению наших сердец. Давайте исповедуем свои грехи, попросим дара у Бога и получим драгоценный дар нового сердца. Когда мы примем это новое сердце, давайте поделимся этой любовью, состраданием и радостью с окружающим миром. Давайте станем свидетелями благодати Божией, покажем Его любовь в наших действиях, словах и мыслях. Давайте помнить, что Бог – это Бог, который меняет нашу жизнь, наше сердце и помогает нам жить жизнью, прославляющей Его имя. Как сообщество веры, давайте всегда искать обновление в Боге и быть инструментами Его благодати, неся послание надежды и перемен всем, кто встречается на нашем пути. Произошло внезапное изменение, которое приведет нас к нашей судьбе. Благословения приходят быстро, потому что Бог собирается осыпать нас как благословениями, так и милостями в нашей жизни. Несмотря на все испытания, невзгоды, головные боли и неудачи, которые мы пережили, Бог ведет нас от отчаяния к процветанию. Ангелы заявляют, что каждое испытание открывает скрытое благословение. Каждая критика и решение – это возможность поразмышлять над своим подходом и подтвердить свою приверженность. Они побуждают вас находить силы в этих трудностях, превращают критику в топливо для вашего внутреннего пламени, позволяют вам сиять для своей цели. Помните, что во времена хрупкости всегда рядом божественная сила. Бог не дает вам больше, чем вы можете выдержать, и в молитве вы обретаете утешение и поддержку, необходимые для преодоления проблем. Каждая молитва – это голос любви и милосердия. Даже в самые одинокие времена присутствия Бога твой постоянный спутник там, где нет любви, поддержки и руководства. Каждый шаг, сделанный в одиночестве, это действительно шаг к более глубокому пониманию бесконечной любви, которая заполняет все пустоты и залечивает все раны. Всегда помните, что в конце каждого цикла, каким бы трудным он ни был, вас ждет обновление. Подобно тому, как смена времен года приносит новые цвета, запахи и звуки, каждый этап жизни приносит с собой новые возможности учиться, любить и расти. Этот трудный цикл – всего лишь глава в великой книге вашей жизни. Несмотря на боль, любовь и силу, живущие в каждом человеке, невозможно преодолеть. В такие времена именно любовь ведет, дает силы терпеть и объединяет всех людей в вере и надежде уже сейчас. Молитва о любви к вашей больной семье – это свет, ведущий на путь к выздоровлению и утешению. Проблемы, с которыми вы сейчас сталкиваетесь, кажутся испытанием веры и терпения. Однако помните, что вы не одиноки в этом путешествии. Ангелы и духовные наставники всегда рядом с вами, готовые предложить поддержку, утешение и руководство, когда вы смело и уверенно справляетесь с любыми трудностями. С каждым шагом, сделанным с верой, вы сеете семена роста и перемен в своей жизни. Каждый трудный момент – это возможность укрепить свою связь с Богом и открыть свою истинную внутреннюю силу. Будьте уверены в своей решимости продолжать путь, даже если дорога трудна. Пришло время подтвердить свою веру и доверие к великому плану, который находится в действии.
Верьте, что благодаря вашему терпению и благодати вы найдете выход из любой проблемы. Проходя через этот цикл испытаний, держите свое сердце открытым для получения благословений, которые станут важными уроками. Каждая невзгода – это возможность расти и развиваться, укреплять свой дух и готовиться к светлому будущему. Всегда помните, что Бог любит вас и что вы никогда не одиноки в своем путешествии. Верьте в свою способность преодолеть все трудности и продолжайте путь с верой, надеждой и любовью в сердце. Ангелы рядом с вами, направляя и защищая вас на каждом этапе пути. Удача готова наполнить вашу жизнь, как река, ищущая свой путь. Ваша тяжелая работа, преданность делу и настойчивость будут хорошо вознаграждены. Все начнет вставать на свои места, и то, что когда-то казалось ничем, наконец, покажет тот удивительный образ, которым оно должно было быть. Не сомневайтесь в моей вере, ибо я Бог, который сдерживает свои обещания. Поверьте мне, ведь лучшее еще впереди. Приготовьтесь стать свидетелем исполнения моего совершенного плана в вашей жизни для моей силы и для вашего блага. Не вспоминай прошлого. Зацикливание на прошлом не ведет к будущему. Не впадайте в гнев и ярость. Не мучайте себя результатом. Даже если вы осознаете свою ошибку, как можно скорее встаньте и идите дальше. Примиритесь со своими врагами, посылайте мысли сострадания и любви, и весь гнев исчезнет. Будьте счастливы и улыбайтесь, любите и будьте любимыми. Господь, сегодня от всего сердца я прихожу к Тебе с огромной благодарностью. Я не могу найти достаточно слов, чтобы выразить, насколько я поражен Вашей честностью, любовью и добротой. Когда я оглядываюсь назад, я вижу время, когда тьма, казалось, была грустной и печальной, окутывающей меня. Но, Господь, Ты никогда не покидаешь меня, Твой свет всегда светит даже в самую темную ночь. И это напоминает мне, что Твое присутствие – моя сила. Сегодня я хочу поблагодарить Вас за благословения, которые, как я знаю, присутствуют в моей жизни. Я знаю, что Твои обещания верны и что Ты планируешь для меня что-то особенное. Я благодарю Тебя за Твою милость, текущую рекой любви, и за Твою постоянную помощь в моем путешествии. Благодарю Вас за Ваши слова, которые являются источником утешения и руководства. Ваши слова освещают мое сердце и направляют меня на каждом этапе пути, даже когда я сталкиваюсь с трудностями. Я ищу убежище в Твоих мыслях. Когда благословения приближаются, я прошу Вас довериться мне, чтобы познать их, и довериться мне, чтобы я мог наслаждаться ими. Помоги мне благодарить Бога не только за блага, которые я вижу, но и за уроки, которые я извлекаю, когда возникают трудности. Господь, я молюсь, чтобы я разделил Твои благословения с другими и был путем Твоей любви в мире. Используйте меня как инструмент Вашего мира. Послушайте, люди, которые строят свои дома из камня, такие умные. Прислушайтесь к Его словам и позвольте им вести вас на каждом этапе пути. Я хочу, чтобы вы произнесли эти слова вслух. Даже если я пойду по темной земле, когда Ты рядом со мной, мне не о чем беспокоиться. Бог хочет, чтобы вы отпустили свои тревоги и беспокойства, чтобы Он благословил вас миром и разрешил самые худшие ситуации. Знайте, что на ваши молитвы никогда не отвечают, а иногда Бог отвечает на неожиданные вещи.
Приготовьтесь получить больше благословений и сюрпризов, потому что вы вступаете во время изобилия. Вскоре у вас будет радость, любовь, смех и много хорошего от всех болезненных воспоминаний из вашего прошлого. И если вы помолитесь Богу, чтобы Он освободил вас от беспокойства и тревоги, которые не дают вам спать по ночам, и дал Ему контроль над вашей тревогой и гневом, Он облегчит ваше сердце. «Если тебе это нужно, — говорит Господь, — помни, что я всегда с тобой в самых холодных и опасных ситуациях, на холмах и в долинах, в удовлетворении и слезах, в результатах и испытаниях. Даже если вы расстроены, знайте, что Бог любит вас и нуждается в вас и поможет вам удалить негатив из вашей жизни. Тогда, дорогой, деньги придут к тебе». Слушайте внимательно, что я говорю. Обещаю, вы получите больше радости, чем можете себе представить. Если что-то не так с вашим образом жизни, если вы готовитесь к деловому буму, Бог пообещал, что на этой неделе Он удвоит вашу прибыль, что сделает вас счастливыми и удивит людей, которым вы не нравитесь. Подготовьтесь, потому что приближается время роста, чтобы улучшить ваше финансовое положение и все другие сферы вашей жизни. Ваше психическое здоровье, физическое здоровье и духовные отношения улучшаются, и вас ждет много хорошего. Выражаем Тебе свою благодарность, Господи, ух Ты совершенен. Я прошу Тебя исцелить мое сердце и мою душу. Возьми мою полноту. Долгое время у меня болело сердце, и мне хотелось двигаться вперед. Господь, я благодарен, что Ты принес мне утешение и что Твоя любовь и мир охватили меня. Мы просим об этом для Тебя, драгоценное дитя, во имя Иисуса Христа. Я здесь, чтобы осыпать вас множеством благословений. Желаю вам успехов, крепкого здоровья и процветания. Наш сахар привлекает муравьев, и если вы сунете пальцы в карман, вас ждет удача и богатство. Я планировал на этой неделе осыпать вас богатством, здоровьем и процветанием, превосходящим ваше воображение. Я постоянно и без колебаний посылаю вам истинные желания, целебную любовь и богатство. Приготовься, дорогая, ты следующая в очереди на то, чтобы пережить чудо, которое изменит твою жизнь и сделает тебя счастливее, чем когда-либо. Февраль месяц, полный благословений, процветания и хороших событий. На предстоящей неделе вы и ваши близкие могут быть благословлены так, как вы даже не можете себе представить. На вашем пути появятся лучшие результаты, способности и интересы, превосходящие все, что вы испытывали раньше. Я согласен с этим. Я исцелю ваше тело и исцелю ваше тело. Я гарантирую вам, что к концу 2024 года вы станете богатым человеком. К концу 2024 года ваш образ жизни станет лучше. Бог сделает вас здоровее, исцелит ваши отношения и улучшит ваш бизнес. Сегодня для вас день истины и новых возможностей. Откройте свое сердце и примите подарок, который я приготовил для вас. Я уведу вас от боли, проблем и нужды и приведу вас к жизни исцеления, легкости и изобилия. В следующие 12 часов вы почувствуете себя сияющим, счастливым, богатым и физически здоровым. Трудные времена сменятся приятными, а всего необходимого у вас будет с лихвой. Приготовьтесь к сезону, полному чудес, побед и прорывов. Эти выходные принесут вам хорошие результаты.
Иисус, Господь Бог, сказал тебе: «Открой свое сердце, чтобы получить мои благословения, и приготовься к счастью, богатству, которое заставит тебя чувствовать себя удовлетворенным». Господь, я молюсь за тех, кто переживает трудные времена. Скажите им, что вы видите их, слышите их и превращаете их печаль в радость, их боль в ободрение, а их борьбу в победу. Поблагодарите их за их удивительное преображение во имя Иисуса. Библия учит, что для того, чтобы спастись, человек должен провозгласить Иисуса Господом и лично поверить, что Бог воскресил Иисуса из могилы. Помогите этим видео пролить свет на Слово Божье. Библия описывает человека как реку, текущую живительной водой, поднимающуюся из глубин каждой души. Точно так же, как Библия обещает, что будут проблемы, это обещание каждому, кто доверяет мне. Это то, с чем моя всепроникающая энергия может справиться очень хорошо. Может начаться полностью естественная, энергичная и энергосознательная жизнь. Сделайте все возможное, чтобы избавиться от беспокойства о будущем. Я подготовил все подробности о вас. Есть ли что-то, что Бог хочет, чтобы вы уяснили себе сейчас, прежде чем вы начнете тратить больше времени и энергии на совершенствование уже имеющихся у вас навыков и знаний? Вам нужно расслабиться и не думать об ошибках. Потеря сил из-за травмы может иметь разрушительные последствия. Сейчас самое время отбросить свои страхи и сосредоточиться на том, что у вас получается хорошо. Все, что нужно, это верить в то, что вы делаете, и делать это в меру своих возможностей. Период погашения, которого вы с нетерпением ждали, начинается в этом месяце и приближается быстро. Как только вы увидите, что первый элемент удален, он начнет появляться. Вы можете быть уверены, что ваш тяжелый труд окупится, и вы можете ожидать, что результаты, которые вы ищете, появятся немедленно благодаря фотографиям, которые вы повесите. Вам нужно сохранять хладнокровие и оставаться сильными, пытаясь повторить результаты предыдущего дня. Что бы вам ни понадобилось, я здесь, чтобы предоставить это. Выясните, что вызывает падение уровня вашей энергии, а затем устраните основную причину. Если вы верите в это, и если вы хотите достичь своих целей, одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать, это держать свои негативные мысли под контролем. То, что я говорю, правда, потому что я верю в вас и ваши способности. Пожалуйста, не бойтесь меня. Я не брошу тебя. У меня есть все, что мне нужно. Результаты моего исследования могут оказать немедленное и положительное влияние на мою прибыль. Я доверяю тебе и твоим способностям, поэтому слушай, что я скажу. Не стоит следить за многими вещами или людьми. Вещи, предназначенные вам, придут в нужное время. Это всего лишь вопрос доверия, но Бог повелевает своим последователям доверять себе превыше всего. На этой неделе вы можете обнаружить, что это дает вам доступ к большему количеству энергии. Вам нужно продолжать двигаться вперед, чтобы получить ответы на свои молитвы, даже если через некоторое время они начнут сбываться. Ваша неспособность сосредоточиться на настоящем моменте и насладиться красотой вокруг вас – это вызов для вас. Оказывается, вы уже долгое время движетесь по инерции. Как сказал Бог, ты мой любимец, поэтому можешь рассчитывать на мою помощь. Обратите внимание на многие вещи,
которые происходят вокруг вас, и убедитесь, что вы хорошо дышите. Если вы спросите меня, я могу научиться обращать внимание на многие вещи вокруг меня. Если вы попадете в тихое и спокойное место, возможно, у него проблемы в отношениях, здоровье или банковском счете. У них также могут быть проблемы со всеми тремя. Кроме того, шансы на то, что кто-то из членов вашей семьи получит помощь в связи с проблемами, с которыми они столкнулись сейчас, со временем увеличиваются. Эти проблемы напрямую связаны с проблемами, с которыми сейчас сталкиваются люди. Вы должны быть рядом с Богом, оказывая поддержку и ободрение, пока Он проходит через это. Есть много вещей, которые сделают это имя узнаваемым, и оно будет благодарно за вашу поддержку и одобрение. Я прошу Тебя, Господь, помочь мне контролировать свое сердце, пока я выполняю возложенные на меня обязанности, и показать мне, как узнать информацию, которую Ты дал мне ради Иисуса Христа. Я ценю вашу помощь. Молитесь, я надеюсь, что вы поверите мне и той идее, которую я имею для вас. Хотя это правда, что сейчас вам может быть трудно, в будущем все изменится к лучшему. Ты сможешь подстроиться под меня и найти способ наслаждаться жизнью каждый день. Я знаю, что вы хотите, чтобы я не мог выполнять эту роль сейчас, но если вы хотите, чтобы я жил, то я могу и сделаю это. Пожалуйста, Господь, спасибо, что сохраняешь меня сильным. Это цель моей жизни, если хотите. Хотя трудно предсказать, что нас ждет в будущем, вполне вероятно, что все станет лучше, если вы продержитесь своей веры еще несколько дней, недель или месяцев. Хотя мы не можем видеть будущее, это того стоит. Мир сегодня очень опасен, но молитва – хороший способ общения с Богом, и Он может попросить любую просьбу. Поэтому даже если вы не верите, что молитва может достичь своей цели, думать, что она принесет пользу близким вам людям, все равно хорошо. Я полностью занят следующей неделей, потому что она может оказаться для меня очень прибыльной. В ожидании всего, что произойдет на этой неделе, я не собираюсь менять уровень волнения или подготовки. В ожидании всего, что произойдет на следующей неделе, я не собираюсь обмениваться своим интересом или готовностью. Теперь тебе больше не нужна моя помощь. Моя защита не ограничивается вами, оно всегда продолжало включать в себя вашу семью и родственников, и будет продолжать делать это и в будущем. Поверьте мне, когда я говорю, что я был рядом с вами во всех испытаниях. Вы сможете изменить жизнь многих людей и оказать им помощь. Ваше суждение должно подтвердить мои слова. Другие должны иметь возможность увидеть плоды вашей веры и перемены, которые происходят от знакомства со мной в вашей жизни. Пожалуйста, поверьте в мои силы и протяните руки, чтобы получить множество подарков, которые я могу вам дать. Будьте честны и примите их с непоколебимой верой. Пока вы читаете это, звезды выстраиваются благоприятным для вас образом. Однако я прошу тебя не покидать меня и держать свое сердце всегда со мной. Выразите мне свою любовь и доверие до конца, отбросьте все свои заботы и дайте мне контроль над всем. Ваши заботы и тревоги окружающего мира решу я. Вы получатель моей любви, и я разделяю удивление, что мое влияние может проявиться в вашей жизни. Сегодня будет чудесно. Вы увидите изменения в своем окружении,
а также множество изменений в своей жизни, в своей семье и в поведении других людей. Ты увидишь улыбки на лицах людей, когда они поймут мою сильную силу в тебе. Они узнают меня, и вы увидите их удивление, когда подойдете к ним с дружбой и радостью. Сегодня я даю вам больше понимания и план исполнения желания вашего сердца, потому что я знаю ваше желание быть счастливым. Я призываю вас поверить в откровение, которое я дал. Моя цель – защитить вас от трудностей, укрепить ваш характер, сохранить ваши достоинства, сделать вас сильными и защитить от стыда. Я понимаю твои чувства и все ситуации, которые происходят в твоей жизни. Внесите коррективы в соответствие с вашими потребностями. Носите его с гордостью. Находите меня каждый день. Рвите, если чувствуете необходимость и верите, что я здесь, чтобы поддержать вас во всех отношениях. Я хочу, чтобы ты был счастлив той любовью, которую я тебе даю. Когда вы восхваляете меня и поклоняетесь мне, мое присутствие будет окружать вас, успокаивать ваши заботы и наполнять мое сердце. Даже если вы столкнулись с проблемами, сохраняйте хорошие отношения и пойте громко. Воздайте хвалу и молитву и поднимите руки в приветствии. Пусть ваше счастье и вера проявятся, когда другие люди задают вопросы, поэтому покажите им путь. Что касается вашего счастья, вы должны заявить, что оно происходит потому, что Бог на вашей стороне. Не позволяйте тому факту, что некоторые люди могут этого не понять, нарушить ваш покой. Когда вы поднимете руки и доверитесь, согнитесь и отпустите, освободите все бремя и доверитесь моей благодати. Моя великая сила будет рядом, чтобы поддержать вас в конфликте. У вас есть желание измениться, и я хочу удовлетворить эту потребность, дав вам новый разум. В будущем вы сможете стать свидетелем того, как я отдаю вас под свою опеку. Продолжайте сохранять уверенность, не сомневаюсь. Подобно тому, как восходящее солнце купает вас днем, моя красота осветит ваш путь и украсит вашу жизнь. Если ты отыщешь меня в начале дня, когда тьма исчезнет, сердце твое наполнится истиной моей, душа твоя укрепится силой, и сердце твое освободится от бремени траура. Побуждайте себя переориентироваться на молитву, следуйте за мной, не отвлекаясь, и направляйте свои мысли и решения в моем направлении. Я помогу вам принять правильное решение. Вот почему я подтверждаю, утверждаю, направляю и прошу, ходите в вере, потому что все возможно для тех, кто верит в меня, кто знает мое присутствие, и для тех, кто полностью доверяет мне, даже если они сталкиваются с проблемами. Пути. Я сталкиваюсь с большими проблемами и трудными ситуациями, временами полными неопределенности. Я хочу оказать свою непоколебимую поддержку и бесконечную милость людям, которые знают и ценят мою любовь, которые продолжают поддерживать меня, даже когда сталкиваются с трудностями и проблемами. Это вернет сайт. Скажи мне, мое милое дитя, что я не оставил тебя. Я никогда тебя не оставлю. Ты должен знать, что моя любовь к тебе бесконечна и непоколебима. Ты можешь рассчитывать на то, что я буду рядом с тобой, и я всегда буду заботиться о тебе. Сохраняйте свою веру, и я проясню ваши основания и защищу вас. В меня должна быть сильная вера. Твоя жизнь, твое будущее, твоя сила и твой опекун в моих руках. Вы должны двигаться с верой,
веря, что произойдут чудеса, которых вы не можете увидеть в настоящее время. Мне достаточно вашей веры, даже если она кажется небольшой, но ее достаточно, чтобы давать регулярные результаты. Помните, что я обещал вам, и возьмите за правило прислушиваться к моим словам каждый день. Дай мне контроль над твоей жизнью и отвернись от ошибок, которые ты совершил в прошлом. Если я знаю, что ты веришь в меня и в эту веру. Когда вы будете уверенно ходить в вере, счастье возникнет в вашем сердце, удивляя вас тем счастьем, которое оно приносит. Мечты, которые вы считали невозможными, вернутся к жизни, и вернется надежда, за которую вы держались во времена неопределенности. Даже если есть неудачи, вера укрепит вашу жизнь. В молодые годы вы, возможно, испытывали чувство покинутости, полагая, что вы бессильны продолжать. Проблемы кажутся слишком большими, а жизнь слишком трудной, чтобы их можно было вынести. Однако сегодня я здесь, делюсь с вами своей любовью, приношу красивые подарки, счастье и много замечательных вещей. Приготовьтесь, потому что я собираюсь вам кое-что открыть. Люди, которые, как вы думали, больше не были частью вашей жизни, вернутся в нее благодаря росту вашей веры. Сейчас настало время помочь бедным. Готовьтесь к тому моменту, когда дверь откроется и проблемы взорвутся. То, что мешает вам получить благословение, падет на тех, кто поверит моим словам. Приготовься, дитя мое, потому что то, что произойдет, будет больше, чем ты думаешь. Вы найдете исцеление в своих семейных отношениях, прощение и исцеление ждут вас с распростертыми объятиями. Я могу обеспечить вам не только лучшую работу, но и успех. Всегда будьте честны, никогда не лгите и не сплетничайте о других. Остерегайтесь людей, которые могут захотеть взять то, что вам предназначено. Я научил вас и буду продолжать делать это в будущем. Дай мне свою веру, и вместе мы преодолеем все препятствия. Расширьте свое понимание моего учения и укрепите доверие ко мне. Не полагайтесь полностью на успех мира и не держите обиду, если потеряете работу или имущество. Надеюсь, мои намерения в отношении тебя самые лучшие. Пришло время путешествия, которое имеет сверхъестественные последствия. Оставь меня со всей своей верой и отдай мне свое сердце, показываешь мне свою любовь и веру. Сегодня я люблю тебя, мое милое дитя, и у меня есть желание сотворить чудо в твоем доме. Ваша ситуация была доведена до моего сведения, и я обещаю, что нехватка ресурсов не повлияет на вашу семью и не повлияет на вашу семью. Ваш дом будет осыпан множеством благословений, которые останутся надолго. Вы сохранили свою веру, молились, постились и ставили меня выше своих мыслей и действий. В результате пришло время быть благодарным за результаты, которые принесла вам ваша неутомимая преданность делу. Моя цель – принести благополучие, счастье, силу и здоровье в ваш дом. Помните, что вы можете доверять моему обещанию, потому что я надежный и честный. Я буду рядом с тобой, даже если другие отвернутся от тебя. Подготовьтесь к большим переменам и освободите цепи прошлых тревог и надежд. Мои обещания будут подтверждены, а мудрость, сила и способность решать, что лучше всего, будут сотрудничать с моими благословениями. Берегите дары, которые вам подарили, и следите за тем, чтобы они были полезны другим. Благодарю вас и верю в перемены,
которые у меня есть. Будьте готовы ко множеству возможностей, которые откроются вам в ближайшем будущем. Ваша непоколебимая решимость в моей власти позволила вам победить, несмотря на жестокую конкуренцию. Ваша вера бесценна, а проявленное вами смирение достойно восхищения. Эти качества помогут вам пройти долгий путь. Приготовьтесь, потому что я собираюсь открыть для вас новые двери, отвести вас в неизведанное место и принести богатство в ваш дом. Поверь мне, когда я говорю, что люблю тебя, и ты не один. Твои слезы достигли небес и достигли моего святого престола. Я здесь, чтобы принести вам утешение, когда оно вам нужно, где формируется ваше будущее, где исцеляются ваши недуги и где находят ответы на ваши проблемы. Вы не покинуты, даже если покинуты люди, которым вы доверяете. Я буду рядом с тобой без колебаний. Моя любовь к тебе с каждым днем только крепнет. Доверьтесь тому факту, что я здесь, чтобы слушать, и будьте уверены, что у вас есть прямой доступ к моему присутствию через силу моей благодати. Расскажи мне о желании твоего сердца, когда речь идет о том, чтобы стать настоящим другом. В каждый момент моей жизни, и в радости, и в горе, я обещаю с благодарностью возносить к тебе свое сердце. Ты мое прибежище и моя несокрушимая скала, и я верю в твою помощь. С глубокими мыслями я благодарю тебя за твое присутствие в моей жизни. Благодарю тебя, Боже мой, за все, что ты сделал, и за все, что ты будешь продолжать делать. Аминь. Двигаясь вперед, полагаясь на Божье обетование и благодать, давайте помнить, что каждый новый день – это возможность расти и меняться. Независимо от того, насколько велика проблема, мы можем встретить ее мужественно и с верой, зная, что мы не одиноки. Каждый наш шаг показывает нашу веру в божественный план, а каждая проблема, которую мы преодолеваем, укрепляет нашу веру в то, что Бог всегда с нами. Поэтому давайте жить с благодарностью и надеждой, зная любовь, которая нас окружает. Когда мы сталкиваемся с проблемами, давайте не забывать следовать Слову Божьему и вере нашего сообщества, которое нас поддерживает. Вместе мы сможем справиться с любым испытанием и отпраздновать каждую победу как свидетельство преобразующей силы божественной любви. Давайте двигаться вперед с уверенностью, зная, что лучшее еще впереди. Согласно Священным Писаниям, Божья цель для нашего блага, а не для зла, поэтому будьте готовы иметь надежду на будущее. Давайте доверимся этим планам и будем ходить в их свете сегодня и всегда. Аминь.